В рамках так называемой борьбы с бедностью в Восточном Туркестане, с одной стороны, Коммунистическая партия Китая использует узников лагерей в качестве дешевой рабочей силы, а с другой отнимает земли местных крестьян и предоставляет их китайцам. Коренное население принуждают покинуть свои дома и переехать в жилые комплексы, построенные специально для установления над ними тотального контроля. В статье Синьцзянь Дейли от 5 мая пишется, что с поселков Акташ и Кокьяр Каргалыкского района провинции Кашгар было выселено свыше 14 тысяч уйгурских крестьян. Независимый эксперт Ильшат Хасан отметил, что вопрос выселения местных крестьян важен для Китая с точки зрения легкой промышленности страны. США готовится ужесточить отношение к политике Китая в уйгурском регионе. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что надеется на то, что в скором времени законопроект будет одобрен Сенатом. Законопроект о правах уйгуров, предложенный сенатором Марко Рубио и получивший поддержку обеих партий, предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников, замешанных в гонении и геноциде коренного населения уйгурского региона. Команда Марко Рубио также заявила, что надеется на успешное принятие данного законопроекта. Точная дата голосования неизвестна. Законопроект призван защитить права не только уйгуров, но и других мусульман региона, попавших под гнет коммунистической партии. После проливного дождя и града на Кашгар обрушился сель. Ветреная погода, которая продолжалась в течение нескольких дней на юге Восточного Туркестана, привела к обильным осадкам, граду и наводнению. Было затоплено большое количество автомобилей и парализовано движение транспорта. В некоторых горных районах ожидаются оползни. Информация о жертвах в китайских СМИ не освещается. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что самым опасным врагом США и Запада является Китай. Еще в декабре прошлого года Китай знал, что были случаи заражения, так как некоторые китайские специалисты предупреждали об опасности. Однако их заставили молчать. Иностранных журналистов выдворили из страны. Поступив так, Пекин показал, что является диктаторским режимом. Как сказал Дональд Трамп, если бы они поступили иначе, то на сегодняшний день 1000 людей были бы живы, а мировая экономика понесла меньшие потери, заявил Майк Помпео. Радиоведущий Стив Грубер, известный своими консервативными взглядами, задал Помпео следующий вопрос. «Мы много говорили о России, но, по-моему, можно сказать, что Китай самый опасный враг для США и всего Запада». В свою очередь, Помпео ответил, что согласен с этим утверждением. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США прекратило импорт масок N95, произведенных более чем 60 китайских компаний. Согласно новостям газеты Wall Street Journal, маски N95, которые США закупали у китайских компаний, не соответствовали стандартам качества и фильтрации. Федеральные чиновники сообщили, что импортировать свою продукцию в США смогут только 14 китайских компаний.